Александр Беглов в Северной Республике Коми впервые. Знакомство с регионом полномочный представитель президента России начал с возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Телушек и ярушек на столе много краюшек, кто не даст пирога, тому нет добра! Спасибо вам, гости дорогие! Насыщенная программа в гимназии искусств. За полчаса отличились ученики всех направлений. От театралов фрагмент рождественских колядок. В школе работают сразу 2 театральные студии. Многие выпускники театрального отделения берут на себя, примеряют публичную профессию. Это может быть режиссер, актер, телерадиоведущий, депутат. Это уникальное учреждение региона. Здесь собраны юные таланты со всех уголков региона. Ребята из глубинки получают шанс реализовать свои возможности. Выпускники прославляют республику в ведущих театрах страны и зарубежья. Учеников приглашают выступать на разные площадки. С театральными постановками в составе хора России на образовательной программы Центра для одаренных детей «Сириус», открытому по поручению президента России. В прошлом году, в апреле месяце, я была в Москве и участвовала в финале Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ школьников «Отечество». Выступала на секции «Литература», и где я смогла занять первое место, мне удалось там поучаствовать. И это, конечно же, огромное спасибо гимназии. Гимназия искусств развивает в нас любовь к малой родине, развивает в нас чувство патриотизма. И поэтому мы даже не думаем о том, чтобы покидать нашу республику, нашу малую родину, и желаем остаться здесь. Ваня Сорокин приехал из Усть-Кулома, выступал уже и на сцене Большого театра, после чего хореографа гимназии пригласили на работу в Москву. Но такие кадры нужны самим. Благодаря высокому уровню обучения учреждение получило статус профессионального. 4 выпускницы хореографического отделения уже в этом году получат дипломы артистов и преподавателей балета. На практику юные танцоры выезжают за границу. Между гимназией и одним из московских театров заключен договор о сотрудничестве. И в рамках этого договора проходила эта производственная практика. Ребята наши были включены в репертуар спектаклей этого театра, и в составе труппы творческой, хореографической они гастролировали по городам Испании. Главная наша миссия – это вырастить национальную элиту в области искусства и культуры. Вот эту цель мы выполняем, я считаю, в полном объеме, так как более 80% выпускников гимназии продолжают свое обучение в образовательных учреждениях культуры и искусства. Либертанго Пьеццоло в исполнении инструментального ансамбля и «Hello Dolly» от вокалистов покорили гостей. Представитель президента признался, что и сам учился в музыкальной школе, но музыкальная теория в детстве оказалась не по душе. Творческий размах гимназии впечатлил Александра Беглова. Ребята, огромное вам спасибо, вы очень классно провели экскурсию. Да, действительно, такой дом творчества, прекрасный, хороший. Я понимаю, что здесь нужно и ремонтик сделать, и все остальное. Но самое большое, что мне понравилось, и самым большим украшением, что является этого дома, это вы. Потому что глаза у вас горят. Мы такие произведения искусств делают, и звучит музыка, и танцы, и все остальное. Поэтому вам спасибо. Успехов, удачи вам, ребят. Не меньше впечатления от современного детского сада. Учреждение возвели 3 года назад в рамках исполнения майских поручений президента. Благодаря строительству новых садов в регионе устроены все малыши от 3 лет. Сокращается очередность среди детей помладше. За последний год на целую 1000. При строительстве этого сада учтены все последние требования. Усиленная система безопасности, самые новые проектные решения, оборудование, наполнение. Это уже современный медицинский блок. Это не отдельное помещение, где находится медсестра и прививочный кабинет в одном. Это отдельное помещение и медицинской сестры, и врача, и изолятор, и процедурное. Отдельный вход, отдельное санитарное помещение. Точно так же пищеблок. Это не просто одно помещение, а разделены перегородками на цеха. У нас есть на наполнение, аптечка «Амбул». Это для дыхания, все
ортопедические у нас эти шины есть, да, бандажи, шины для переломов. Здесь открыт один из 15 в регионе консультативный центр для помощи родителям, чьи дети пока не пошли в дошкольное учреждение. А тем, кто уже посещает садик, в рамках общеобразовательной программы доступный тренажерный зал и бассейн с 4 лет. Здесь понимают, вырастить здоровых детей – одна из приоритетных задач современного дошкольного образования. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.